Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие друзья, сегодня мы поговорим с вами об одном из достоинств поста. Альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаляму аля расулихи карим ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. В одной деревне решили построить мечеть. Для мечети, как известно, нужен минбар. И обратились к деревенскому плотнику. Он был настолько польщен такой задачей, которая перед ним стояла, он настолько был обрадован, и в мыслях у него немного царил хаос. Он думал: так, я сделаю минбар, и мне заплатят столько-то денег, потом, возможно, все будут польщены такой красотой минбара, что все будут восхвалять, рукоплескать мне, подумал он. Но потом он понял, что это дело, оно должно быть искренним. И тут он решил почистить свои мысли. То есть сделать это дело искренне ради Всевышнего Аллаха Тааля. Отказаться от всех других намерений. Что он сделал? Он начал держать пост. Один день продержал, второй день продержал, третий день поста провел в благодеяниях. И потихоньку его мысли начали приходить в порядок. Цель заработать на этом минбаре, она пропала. Продержав еще несколько дней, цель, чтобы получить вознаграждение среди людей, чтобы люди ему рукоплескали и восхваляли, тоже пропала. Потихоньку у него осталась единственная цель — достичь таким образом довольства Всевышнего Аллаха Тааля. И вот, когда, продержав довольно много дней поста в месяц Рамазан, он направился в лес. И когда выбирал уже деревья, он выбирал уже не только глазами, но и сердцем своим, обратившись ко Всевышнему Аллаху Тааля, чтобы Аллах Тааля помог ему, чтобы это дело было сделано достойно его дому Аллаха Тааля, мечети. Он выбрал самое красивое, самое достойное дерево и с молитвой приступил к работе. И когда он делал каждую деталь этого минбара, он обращался с молитвами ко Всевышнему Аллаху Тааля. И была единственная цель — достичь таким образом довольства Всевышнего Аллаха Тааля. И действительно, этот минбар настолько стал прекрасным, что об этом пошла молва среди людей, и люди услышали за далекие расстояния от этой деревни. И дошла молва до правителя этих земель. Он приехал в эту деревню посмотреть этот минбар, и действительно он увидел красоту, неописуемую красоту, и захотел он встретиться с этим плотником. Когда он встретился, спросил, как он достиг такого совершенства в своем старании, труде, плотник ответил, что этому послужил пост. Когда я постился, мои мысли, ненужные мысли, они уходили на второй, третий, 10 план и вообще пропадали. И оставалось только одно. Очищалось сердце, и оставалось только желание достичь довольства Всевышнего Аллаха Тааля, получить его довольство. И вот, дорогие друзья, мы с вами находимся перед великим месяцем Рамазан. Это месяц великих возможностей, духовных возможностей, чтобы очистить наше сердце, чтобы наши деяния приобрели совсем другой уровень, другое качество духовности. Давайте, дорогие друзья, постараемся в этот месяц Рамазан заполнить каждый день, каждое мгновение этого месяца благими деяниями, поступками, очистить наши намерения, наши сердца от всего того, что нас отдаляет от Всевышнего Аллаха Тааля. Ведь пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит: если бы люди знали, какая благодать сокрыта в каждом дне поста, каждом дне месяца Рамазан, если они упустят один день и захотят возместить благодать этого дня, и чтобы возместить, будут держать пост на протяжении 100 лет, одного века, то они не смогут возместить даже один день поста, который они упустили. Поэтому, дорогие друзья, давайте в этот месяц максимально
постараемся очистить наши сердца, наши деяния от неправильных, ненужных поступков, от ненужных намерений, мыслей. И пост — это уникальная возможность приблизиться ко Всевышнему Аллаху Тааля. Ведь если мы делаем шаг навстречу ко Всевышнему, то Аллах Тааля, в Кудси хадисе говорится, идет к нам навстречу. Поэтому пусть Аллах Тааля увеличит наши благодеяния, пусть Аллах Тааля примет наш пост, наши добрые деяния, поступки, и чтобы наши деяния и поступки, дела, они были искренни ради довольства Аллаха. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.